Здравствуйте, дорогие наши друзья, наши помощники и подписчики. Поздравляем всех еще раз с прошедшими праздниками. У нас спасения продолжаются. Те, кто с нами давно и смотрят все наши ролики, наверняка помнят видео про нашу спасенную Пухлю. И какой сложный путь ей пришлось пройти. Нашла собаку, вот у нее судороги, я не знаю, то ли его траванули, то ли что. Такой вот на Грессе напротив вот маяка. Что можно сделать? Куда? Может, кто-то может с машиной помочь приехать, его погрузить. У него пена, он как-то бегает. Вот он поднялся сейчас по кругу, пробежал. Я не знаю, что это. Может, быстренько кто-то сможет в ветеринарку или что. Пес, видно, хороший, толстенький. Пухлю нашли отравленной в марте 24 года в Якутске, когда постоянно травили в городе собак. Именно ей повезло. К сожалению, многих спасти не успели. Она оказалась глубоко беременной. Спасать надо было и щенков. К сожалению, прогнозы врачей были неутешительные. Она могла не справиться с отравлением, несмотря на капельницы, которые ей делались постоянно. И пришлось ее стерилизовать практически перед родами. Потом она долго болела. Мы ее лечили. И, наконец-таки, она здорова. Пухля. Ай ты моя. Пухляса. Ну иди в пузи копать из сочи. Пухлечка, будешь вкусняшечку? Да, Пухлечка? Будешь? Ты моя девочка. Да. Вкусненько? На, еще иди. Дам еще тебе вкусняшечку. Ну, моя девочка. Но такую красавицу никто как будто не замечает. Так прошло уже 2,5 года на платной передержке, где ее все очень любят. Но передержка – это не дом. И мы все это прекрасно понимаем. Каким-то собачкам везет, даже совсем невзрачным. И они разъезжаются по домам. А нашей красотке, к сожалению, все это время не везет. Почти 3 года она ждет свой дом, свою семью. Ну, вот и ей улыбнулась удача. Ее ждет семья в Германии. Но нам необходимо оплатить документы и отправку. Да, бывает, что собачки на пристройство едут туда бесплатно. Но бывает и так, что все расходы нужно оплатить нам. И мы очень просим у вас финансовой помощи на билет в новую и счастливую жизнь. Мы очень хотим, чтобы наша Пухля наконец-таки стала любимой и счастливой. Мы уверены, что сейчас, благодаря всем вам, она вытянет счастливый билетик и сможет уехать навстречу своему счастью. Век собак, к сожалению, недолг, а ей уже более 4 лет. Помогите нашей Пухле не потерять время и не упустить шанс. У нас вся надежда только на вас. Машечка, ну, моя девочка, хорошая девчонка такая красивая. Такая девчонка ты красивая. Ты умничка. Нось, ты такой нось сладкий. Да. Ой, скажи, вот я какая красивая, кучерявая, скажи все. Очередной несчастный лабрик в отлове. Достаточно молодой пес. В Якутске были морозы -50, а он сидел в открытом вольере и даже не выходил из лагеря, потому что ужасно холодно. Породистым и домашним собакам очень сложно выживать в ППЖ, особенно зимой, в такие морозы. Даже если собака сбежала, почему хозяева не ищут своих питомцев, не идут в отлов, чтобы найти? Мы этого никогда не поймем. Он чудом не замерз и остался жив. Лапотой. Лабрик. Ты же баловаться хотел. Он боится. В машине вообще шикарно ездит. В клинику зашли, и он в дверях там зажался и сидел от страха. Боишься эту клинику, да? К сожалению, порода не спасает от предательства. Порода не гарантия счастливой жизни. Их также предают и выбрасывают на улицу. Очень просим вас помочь очередному нашему бедосику на передержку и оплату ветклиники. У нас есть чат по спасению именно лабрадоров. Кто готов помогать, готов участвовать в спасении этих красавцев, пишите в личку, дадим ссылочку на чат. Так больно видеть этих умных, человечных, понимающих и добрых собак в таких ужасных условиях.
От всех нас, от каждого из нас зависит дальнейшая судьба этих хвостиков. Давайте поможем им быть счастливыми и домашними.